А теперь я хотел бы перейти вот к основной теме, которая сегодня у нас есть. Убийство Зелимхана Хангашвили, в принципе, уже расследователями из разных независимых изданий уже проведен. Я так понимаю, эти независимые издания, как Bellingcat, Insider, они очень квалифицированные расследователи, в прямом смысле этого слова. И есть очень подробный, развернутый просто анализ всего, как происходило передвижение, подготовка по времени. Короче говоря, нужно проверить как следует вот эту информацию, и с ней вам нужно ознакомиться как следует. Так, сейчас я тогда перейду к вашим вопросам. Ой, нет, я не перейду к вопросам, я просто сейчас начну вам рассказывать, подробно зачитывать эту информацию. Это займет время, но мы должны все это озвучить, так как это очень важная и нужная информация, которая у нас имеется. Вот давайте я ее тогда вот сейчас начну зачитывать. Так, вот смотрите, информация вышла на сайте The Times, The Insider вышел. Так, смотрите, В значит вымпел, как ЦСН, Центр специальных назначений ФСБ, организовал убийство Хангашвили в Берлине. The Inside, Bellingcat и Der Spiegel удалось найти новые подтверждения того, что убийство Зелимхана Хангашвили в Берлине было организовано спецподразделением ФСБ «Вымпел». Мы выяснили, как Центр специальных назначений ФСБ готовил киллера-рецидивиста Вадима Красикова. Для этого убийства, а также установили некоторые подробности перемещения Красикова по Европе. Как ФСБ готовила Красикова к убийству? 2019 года Вадим Красиков вместо того, чтобы отбывать наказание за убийство предпринимателей в Москве и Костомукше, проводил время на тренировочных базах ЦСН ФСБ. Биллинги мобильного телефона, полученные Bellingcat, свидетельствуют о том, что в течение года он постоянно общался с вымпеловцами и посещал их тренировочные базы. Одним из его постоянных контактов был Эдуард Бендерский. Это тот самый Эдуард Бендерский, который у меня на заставке к этому видео есть. Это и есть Эдуард Бендерский, который рядом с Путиным на каком-то совещании сидит. Ветеран и глава благотворительного фонда «Вымпела». И хотя на госканалах он выступает именно как ветеран, судя по всему, он не такой уже бывший сотрудник. Формально он является частным предпринимателем, владельцем нескольких ЧОПов. Но он также является председателем Российско-Иракского делового совета, причем именно его компания получили почему-то эксклюзивное право на охрану российских нефтяных объектов в Ираке. Этот формат частного предпринимателя со своими ЧВК за рубежом хорошо известен по примеру Евгения Пригожина. На своем сайте Бендерский с гордостью сообщает, что его основная компания «Вымпел-А» была неоднократно отмечена благодарностями руководства ФСБ и МВД России, Государственной Думы и других государственных органов. Любопытное и, возможно, случайное совпадение: знаменитый российский хакер Максим Якубец, за поимку которого ФБР обещал $5 миллионов, приходится Бендерскому зятем. По данным властей США, Якубец работал не только ради собственного обогащения, но и в интересах ФСБ. Здесь я бы хотел отметить один очень важный момент, который связан именно со мной и с моим каналом. Когда я призывал всех выйти на митинг, когда мы писали там, собирались на разные мероприятия, в это самое время на мой Facebook аккаунт и на YouTube канал началась массовая атака. И у меня был даже заблокирован, как только я успел сделать мероприятие в Фейсбуке, у меня был Facebook заблокирован именно перед этим нашим митингом. И также подвергалась постоянной атаке мой YouTube канал. Что, видимо, Максим Якубец, который является российским хакером и зятя Бендерского, видимо, решили вместе надавить на мои средства
подачи информации. Поехали дальше. Когда Красиков начинает проводить активные действия по подготовке к убийству в Берлине, его звонки Бендерскому учащаются. Так, например, они созваниваются 3 июля, когда Красиков возвращается из Брянска, где делал паспорт на имя Соколова, а также 28 июля по возвращению из Петербурга, где он получил документы о трудоустройстве в закрытое акционерное общество «Руст». Для визы это делалось. Так, ну вот это лицо, вот это и есть Эдуард Бендерский, вот этот главный террорист России. Эдуард Бендерский и Владимир Путин на заседании ОНФ. О тесных связях Бендерского с руководством ЦСН ФСБ известно давно. Вот выдержки из письма журналисту «Новой газеты» Юрию Щекочихину от бойцов группы «Альфа», также относящихся к ЦСН ФСБ. Юрий Щекочихин, бывший журналист, депутат и очень порядочный человек, который был убит за расследование взрывов домов в Москве. Это забегая вперед, сообщаю. Теперь об одном из спонсоров ЦСН ФСБ когда-то в центре служил скромный офицер Бендерский Эдуард. Уволился он в звании старшего лейтенанта. На гражданке создал ЧОП, частное охранное предприятие «Вымпел А» под крышей нашего центра. Курирует его лично наш генерал Тихонов, бессменный руководитель ЦСН ФСБ. Информация от инсайдера. Ездит Бендерский на джипе Гелендваген, имеет и спецталон, и удостоверение прикрытия. Практически все банкеты, концерты, соревнования оплачивает его ЧОП. Сам господин Бендерский регулярно приезжает в сауну попариться, несмотря на то, что эта сауна находится на территории особо режимного объекта ЦСН. Париться он предпочитает обществу руководства центра. А теперь вспомните события на Дубровке. Сразу после удачного, так называемого удачного штурма, который провели мы с бойцами Вымпела, некоторые из руководителей ФСБ и МВД рассказывали по телевидению, как происходила подготовка к штурму и сам штурм. Каково же было изумление многих из нас, когда в одном из сюжетов мы увидели господина Бендерского, гражданского человека, давно уволившегося из органов. Он, сидя перед мониторами, подробно рассказывал, как и откуда перемещались по захваченному зданию спецназовцы, называя номера отделов и групп. Само собой разумеется, что информация и видеозаписи, сделанные нашими операторами, ему предоставило руководство центра. Интересно, что это письмо было опубликовано уже после смерти Щекочихина. Он скончался в результате отравления неустановленным веществом. Уголовное дело по статье убийства дважды открывали и безрезультативно закрывали. Бендерский в разговоре с инсайдер заявил, что с Красиковым он не знаком и никаких комментариев давать не собирается. А это вот непосредственный руководитель вот этого Бендерского, генерал-полковник Тихонов. Также является террористом и убийцей из террористической банды ФСБ, глава ЦСН ФСБ. И, как мы понимаем, этот человек уже давно возглавляет вот эту банду, которая занимается убийствами. Я думаю, это не первое, не последнее убийство вот этого бандита. Как видно по перемещениям Красикова, который также видно по биллингу его телефона, он неоднократно посещал основные тренировочные базы ЦСН ФСБ, как минимум 8 раз в 2019 году. Базу ЦСН ФСБ в Балашихе, войсковая часть 35690. Последний раз он тренировался на территории этой части 8 августа, всего за несколько дней до того, как отправился в Европу для совершения убийства. Вот сам этот тренировочный центр. Другое ФСБшное здание, которое он посещает, находится по адресу проспект Вернадского, 12, корпус 4. Также известно как НИИ «Прибой», где, судя по данным из открытых источников, находится Национальный антитеррористический центр и аналитический центр ФСБ. Там он появлялся 2 апреля и 2 июля, накануне поездки в Брянск за паспортом прикрытия. Вот это то самое здание, это проспект Вернадского. Вот эти все 3 здания, которые вот вы можете видеть, вот это и вот это. Они, как я слышал, они связаны между собой подземным туннелем, где можно перевозить документацию в большом количестве, даже на тележках таких больших.
Вот это само это здание является вот центром террористической базы Бан-Притон. 9 апреля 2019 года в 7:45 утра Красиков приехал на тренировочную базу в Балашихе. Оттуда в 10 утра направился дальше на восток, в сторону небольшой деревушки Аверкиево. Там, на тренировочной базе ФСБ, он провел 4 дня до 14 апреля. Также Красиков неоднократно посещал офис возглавляемой Бендерской ассоциации «Вымпела» и постоянно созванивается с ее сотрудниками. Вот здесь карта нарисована, место посещения Красиковым, судя по биллингу его телефона. Цифра — это число дней, проведенных в данном месте. Здесь он провел в ФСБ антитеррор-центре 2 дня, в Вымпел ассоциации он провел 5 дней, ФСБ специальной операции 8 дней, ФСБ тренинг баз 4 дня. Грубо говоря, 19 дней, около 20 дней человек провел в разных ФСБшных этих зданиях, местах, где дислоцируется террористическая банда ФСБ. И вопрос: кому позволено было бы 20 дней, почти 20 дней находиться, если бы он не был сотрудником этой банды, членом этой банды? Что такое Вымпел? Так, Вымпел, мы это все зачитывать не будем. Вымпел — это обычная бандитская террористическая организация. Мы перейдем, вы можете на сайте почитать сами отдельно. Мы вот зачитаем, что сам непосредственно террорист Красиков, который нас интересует, который является убийцей нашего защитника нашего отечества, добропорядочного гражданина, проживающего в Германии, Зелимхана Хангашвили. Так, европейское турне Красикова. Красиков оставил свой мобильный дома, отправившись в Европу. Для миссии у него был отдельный мобильник, который он активизировал 15 августа, за 2 дня до вылета из Москвы. Новый номер телефона он зарегистрировал на свою новую фамилию Соколов. Как мы знаем, у Красикова был паспорт на имя Соколова. Bellingcat удалось получить биллинг и этого телефона. И, как оказалось, кто-то уже успел сфальсифицировать данные в нем, и указанное время соединений и номера вышек постфактум были изменены. К счастью, конспираторы действовали лениво, поэтому нам удалось понять алгоритм, по которому менялась информация, установить почти все данные по времени и месту соединения. В России Красиков практически не использовал этот телефон. Сделал единственный звонок 15 августа в туристическое агентство, чтобы забронировать отели в Варшаве и Париже. 17 августа, судя по биллингу, он весь день провел дома и в 6 вечера выдвинулся в Шереметьево. В 19:35 рейсом Air France он вылетел в Париж. Руса Тариста Париж. Впервые 2 дня в Париже, метаданные с телефона отсутствуют, зато 19 августа турист Соколов выполнил свою обязательную программу, посетив Лувр, Эйфелеву башню, Елисейские поля, базилику Сакрé-Кёр, дом инвалидов или церковь Мадлен. Судя по тому, что главные туристические достопримечательности он стал посещать лишь на 3-й день, первые 2 дня были явно посвящены не туризму, а чему именно пока не ясно. 20 августа Красиков вылетел в Варшаву. Приземлившись в 3 часа дня в Варшаве, Красиков отправился напрямую в отель. Оттуда он направился в парк Лазенки, где осмотрел Королевский дворец, затем вернулся в старый город и провел остаток вечера в ресторане «Секси Дак». На следующий день он сделал несколько звонков человеку, который, как нам удалось установить, является местным русскоговорящим гидом. Днем он отправился в Виляниевский дворец и вечером вернулся в отель. 22 августа и в последующие несколько дней телефон Красикова оставался в гостинице, и он был включен. Судя по периодической активности GPS, но соединений по нему не было. Судя по всему, 22 числа Красиков уже отправился в Берлин. А поскольку данных о его перелетах в Берлине нет, он выехал туда либо на поезде, либо на машине. На следующий день в 11:58 он убил Зелимхана Хангашвили 2 выстрелами в голову. Это очень подробный, развернутый анализ, статья очень нужная, полезная, всем советую ее посмотреть. Я сейчас скину ее ссылку в группу, чтобы все, кто захочет, могли ознакомиться и почитать ее. Это всем нужно знать.
нужно знать, как нас убивают, как они готовятся, и предпринимать, конечно, необходимые меры для защиты нас от этих российских террористических банд.